Штатив вам говорил? Ну, Я разговаривал с итальянскими журналистами. Перепутал штатив планшетом. Мог это сказать? Оговориться мог? Не знаю, как Ну так и не надо вот мои оговорки цепляться за оговорки. Ну, хорошо? Вы выламывали планшет, не штатив. У меня штатива нет. Так уже 20 минут обещают вызвать машину, ее нет. Сейчас ждем туда машину, ребята вызвали. Мы пешком дойдем. Мы пешком дойдем. Наберите меня, я на посты сейчас. Наберу метод. Перестань. Şey var mı? Şarjı? Alo, dayı ben şimdi laf et almayayım. Dayı şimdi pek meşgulüm. Ben laf et almayayım, ne gerek dayı? Dayı ben laf et almayayım şimdi. Ama şarj şeyi gerekir, kablosu. Улыбнулись. О, нас снимает милиция. Уважаемые зрители, сообщите, пожалуйста, коллегам на разных телеканалах, прежде всего на телеканале АТР. Кто знает, может найти на сайте телефоны. Сообщите, пожалуйста, главному редактору телеканала АТР, заместителю генерального директора по информационному вещанию, то, что вы видели, то, что происходило с журналистами возле Совмина, потому что мы 25 минут ждем милицию и никто не едет. Мы сейчас хотим помощи именно коллег-журналистов, для того, чтобы, кроме заявления в милицию, сами наши коллеги фиксировали, что происходит, как реагирует милиция. На самом деле, я хочу сказать, что дружинники в форме реагировали намного быстрее. То есть они появились буквально через 2 минуты после инцидента, когда нас попросили отсюда одни и выталкивали. Вторая группа дружинников или самообороны Крыма появилась буквально за несколько секунд, в то время как наряд милиции едет уже 26-ю минуту. Подождите, так почему мы не пишем заявление в милицию? Да, если наряд милиции здесь, мы же можем вам написать заявление. Все заявления пишутся в райотделе. Нет, заявления могут писаться по месту вызова. А вместо вы Конечно. вызывайте бумагу, пишите. Подожди, бумага должна быть у вас. Не должна быть. Почему? Ну, а где эти бумаги? Хорошо, давайте пройдем к нам, у нас есть бумага. Куда к вам? Пишется, все регистрируется, сразу регистрируется заявление, все в райотделе. Так я спросил, куда нам идти? Сейчас приедет группа на место происшествия, вы же говорили. Подождите. Приедет группа, пишется там-то, то есть либо мы пишем здесь, либо мы сами идем в райотдел. Можете сами идти в райотдел. Как, по какому адресу? Футболистов 20. Да, Да? Футболистов 20. И в это время мы напишем заявление. Да. Хорошо. Нам предложили самим поехать на футболистов 20 в райотдел. Мы сейчас попробуем туда проехать и написать заявление в милицию. Посмотрим, насколько эффективно в этих условиях. А кто-нибудь из милиционеров с нами поедет, чтобы те, кто видели этот инцидент? Или никто не видел? Инцидент. Не инцидент, а инцидент. Вот с Громадского ТВ звонят, Усман. Да. Можешь сейчас поговорить? Алло? Алло? Доброго дня. Да. Катя, ви наш стрім бачите? Краймен Open CH, Краймен з великою, все одним словом. Краймен Open CH. Ну, як channel. На юстрімі, да. Краймен Open CH. І йде місце.
Катя, ну... Угу. Що ще раз? Катя, ну якщо не можеш, я не вам. Краймен, Open, слухайте, ну а зайдіть до мене на Facebook і там знайдете. Бо якщо я буду диктувати зараз півгодини, добре, добре, дякую. Все Херсет провокаторlar. Şey, sakin ol. Tamam. Я говорю, прямо в эфире просто, да? Да. Я не знаю, она выходит в прямом эфире или нет. Алло? Сергеевна, вы нужны? Да. Но если быстро, то это как Совмина, только со стороны парка Тренера. Видите? К Совету Министров только со стороны парка Тренера. Угу. Да. Через 15, потому, а быстрее никак не получится. Хорошо, 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 хорошо. Да, жду. Да, пойдет. Если мы вдруг ответим, я все равно буду считаться, что мы работаем. Хорошо? Окей. Dur, niye? Ben de korkuyordum. Ben de kanatlı. Endişe vardı. Kıracakları zaman şey yapmıyorlar, tehdit yapmıyorlar. Kırıyorlar. Onlar numara yapıyorlar. Ama numara, sen provokasyona katılırsan o zaman şey olabilir. Sen her zaman nasıl oluyor? Pasif direniş. Konuşuyorsun, diyorsun siz kanuna karşısınız. Ama ben çekilmeye başladım Allah tehlikelerini yaptı. Onu öğrenmeniz gerekir öyle şeyleri. Уважаемые зрители Краймен Open Channel, около 45 минут назад угрожали нашей съемочной группе Муслиму Умерову и Джингизу Кузгыну, обещали выломать камеру или то, что она нечаянно упадет, если они не перестанут снимать возле Совета Министров. Журналисты позвонили мне, я подошел где-то полчаса назад, и со мной это уже происходило. То есть нас всех троих начали выталкивать люди в форме, не будем называть их там казаки или люди, принявшие присягу на верность Аксенову и армии Крыма. То есть здесь была съемочная группа, которая представилась, что они представители государственной телерадиокомпании «Крым». По ним было видно, что это вояжеры из соседней страны. Вот. Сейчас падает сигнал Интертелекома. Видимо, все хорошо договорено. Интертелеком тоже, видимо, должен упасть. У нас не падает. Да? Nerede yorumlar? Burada. О.
Baştan beni çekiliyorum, sonra siz. Сейчас я делаю такой маневр, который называется типа убегаю. Ну, могу сказать, что уже прошло 28 или около 30 минут. Вот, вы все видели. Что вы при Украине? А ты что снимаешь? Просто по городу хожу. Нет, просто я интересуюсь. Привет, меня зовут Осман. Добрый вечер. Добрый вечер. Привет. Осман. Еще раз говорю, пошел снимать. Не, ну я интересуюсь, вот. Мою лицо само Не, ну сюда. просто снимаете. По городу, да. А чё к чему? Все. Просто стримы. Так, Не, ну просто политическая. Хорошо. Пацаны, только Ну вот сейчас мы вызвали. Что? В милицию? Сами поедем, да? И что? Мало будет больше, чем казаков. Слушай, ты либо бойся, либо работай. Ты же сам прекрасно понимал, что это будет развиваться, если правильно вести, все хорошо. В смысле хорошо? Но почему это должно развиваться плохо, если ты не нарушаешь закон? Работает полиция. Где? О, подожди. Добрый день. Добрый день, Вы по вызову? А? По вызову? Да, я ответственный по городскому. Мы хотели бы написать заявление, уже направлялись к вам на футболистов. Полчаса ждали. Так, а что заявление? Что случилось? Что произошло? Дело в том, что около, ну, скажем, 45-50 минут назад съемочная наша группа Муслим Умер около Джингис-Казган снимали просто возле Совмина, когда один из людей, который стоял там в форме, сказал, что прекращайте снимать, или, ну, с его слов я знаю, или расскажи сам, как было сначала, а потом я уже свою историю буду рассказывать. Мне сказали, если они перестанут снимать, мне нечаянно сломают камеру. И сказали, чтобы я... Да, угол проспект Кирова, получается, что такое? Козлова. Это Гоголя же вот это вот, да? Или это тоже Гоголя? Это Вот. Дальше подошел я. Естественно, я шеф-редактор новостей. Каких? В данном случае мы волонтеры Кремлина Open Channel, но официально телеканал АТР. Вот. Я пришел, естественно, с моими журналистами такое происходит. Я говорю, спокойно ведите себя, вы не нарушаете закон, вы снимаете публичное место, не оказываете сопротивления, главное, продолжайте снимать, это все фиксируется, потому что это сразу файлы образовываются в интернете, все это могут видеть. Я подошел сразу минут через 7. Сначала было все спокойно, они попытались с ним поговорить, что этого не было, что они якобы кричали речевки. Какие речевки? Слава Богу. Ну, журналисты вообще никогда не, вообще-то, вы знаете, не кричат никаких речевок. Я подошел, говорю, что кто угрожал нашим журналистам. То есть выламывание, нечаянно упадет планшет, это угроза журналистской деятельности. Ну, со мной уже происходило, как и обещали. Выламывание, выталкивание, нас вытолкнули просто от Совмина, вот где-то наполовину здания. Я понял. Конкретно сейчас что произошло? Конечно. Давайте посмотрим ваши документы.
Конкретно сейчас что произошло? Просто, я так понимаю, в адрес вот молодого человека прозвучали Подождите, угрозы, что может- выталкивание, выламывание — это угроза? Это сейчас было? Это сейчас было. Вы сказали, у меня было, то есть я так понял, что тот самый, ранее. Да, конечно. А вы откуда сами? Как откуда сами? В смысле откуда? Посвящение Пашаева, Осман Сергеевич. Вы местный? Что такое местный? Крымский, я имею в виду. Паспорт выдан в Крыму, родился в Узбекистане, последний год живу в Турции, 11 лет в Киеве. Что Паспорт где ваш? со мной? Покажите, пожалуйста, мне ваше редакционное посвящение. Я сначала буду писать заявление. Пожалуйста, не проблема. Каждый человек имеет право написать заявление. Для этого надо проследовать в А райотдел. можно увидеть ваше удостоверение? Не проблема. Хорошо. У меня только студенческий. Окей. Замначальника Румянцева. Я сам прочитаю. Полковник милиции Румянцев Александр Володимирович, заступник начальника відділу начальника милиции громадської безпеки. Заступник начальника відділу начальника милиции. Зачем так написать? Вот мой. Если читать по-нормальному, заступник начальника, начальник милиции громадской безопасности. Хорошо. Если вы читать умеете, то почитали. Я не умею еще. А то коверкаете слова. Да? У меня с собой паспорт нет. У меня есть. Я буду писать заявление. Последуем, давайте тогда в райотдел, будете писать. Сейчас мы заявление. вызовем свою машину. Она сейчас подъедет. Дежурная часть машины Ждали, поэтому сейчас мы устроим. Хорошо. Мой паспорт? Свидетель. Конечно. Паспорт выдан в Крыму, в Симферопольском РВГУ, прописан в городе Киеве. А что вы такой, как бы уже поздний час делаете? Мы 24 часа работаем. На нашем волонтерском канале работаем 24 часа. Вы волонтеры, да? Официально мы на АТР, но у нас еще волонтерский интернет-канал. Давайте тогда ждем вас в райотделе. Конечно. Пожалуйста, приходите, пишите Мы заявление. буквально, наш водитель обещал подъехать уже минут через 10. Мы садимся в машину, подъезжаем, это количество 20 заявление. Все, может, да. Я буду как раз, я сегодня ответственный, я буду ждать Румянцев вас. Александр Владимирович. Александр Владимирович, очень приятно. Все, тогда ожидаем. Просто вам посоветуем, не делайте никаких провокационных действий. Оно просто съемка может не является провокацией. обернуться просто может потом плачевно. Ну, потом будем разбираться. Сами Подождите, прекрасно. я 15 лет работаю с журналистами, был в разных ситуациях. Съемка, если кого-то провоцирует, то эти люди по Уголовно-процессуальному кодексу являются преступниками. Есть норма статьи. Я не про это говорю. Съемка, не съемка. А что Вы прекрасно понимаете. Сейчас вы выкрикиваете одни лозунги. Люди Какие? Мы не выкрикивали ни журналисты одного никогда не при... А нам почему-то сообщили так. Да? У нас здесь все записано, Да, у что нас нету всё ни одного записано. лозунга. Вы можете... Господи, если это будем разбираться, да. Суть не в этом. Давайте проедем. Вы хотите написать заявление, пожалуйста, не проблема. Давайте напишем заявление. Все тогда, ты дождешься уже сам. Тогда я поехал в райотдел. Ну я тоже сейчас вам Из ничего сделали написано. Ну, тоже. Осман Сергеевич. Да. А у тебя первый канал? Вот начальник громадської безпеки. Нет, тут пишут в комментариях, что нервные все, но на самом деле мы же имеем право на защиту от милиции. Поэтому, ребята, мы можем, конечно, переволноваться, потому что когда группа одна из 10 человек, а вторая из 20 человек начинает выталкивать, то трое людей, даже будь они самыми главными кунг-фуистами и каратистами в этой стране, вряд ли с ними справятся. Тем более у нас техника, и мы работаем. Я не дрался. Скажи это на камеру. Вот Муслим сказал, что ни разу в жизни не дрался, ему стало страшно. Ну, давайте. Только я курю, нельзя пропагандировать курение на телеэкране, даже в интернете. Я вот здесь. Хотя в интернете не считается. Меня зовут Муслим Мирову, я ни разу в жизни не дрался. Нет, я, конечно, в школе меня один раз побили, и то потому что я крымский татарин. Ну не неси чушь вообще. Я серьезно говорю. Ты идиот. Ладно, я идиот. Ну хорошо, меня побили просто так. Ударили один раз Если в бы я тебя, висок, и мне тебя я избить потерял хочется каждый сознание. день, и это только из-за того, что ты крымский татарин.
Алло. Где остановка? Хорошо, идем. Возле, почему Верховная Рада? Совет Министров. Совет Министров. Парк Трюнева. Да. Со стороны какой остановки? Которая едет на Петровскую балку или которая с Петровской? Все, Муслим. Идем. Я вас не вижу, Сергей. А. 16. Да ладно, и он так шарит в технике, да? Подожди. Сергей, ну мы у нас вот сзади Совмина, где остановка. Нет у вас ни с той, ни с другой стороны. Или у вас такси шашки стоят? Ага, хорошо. Да, сзади милиция, мы поедем на футболистов 20 в райотдел. Да, все, спасибо. Останавливать или нет? Вот. Нет, сказал останавливать. Нет, не останавливаюсь, все дальше вещаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Это наш хороший друг Сергей, с которым мы Меня зовут познакомились, Сергей. да, по пути в аэропорт. Ой, вот. Да, я так- Едем на футболистов 20. Он подъехал оперативнее милиции, потому что вы добрались за 10 минут, милиция за полчаса. Да, ну я с Москальца так на всякий случай, чтобы вы знали. А вот. Сейчас мы направляемся на футболистов 20. Райотдел Центрального района. Что пишет? Выберите вид на всякий случай. Хотя можно не брать. Здесь уже нас милиция сопровождает сзади, я так понимаю. Да? Так что все будет, надеюсь, безопасно. Джингис не пишет заявление, он может сидеть в машине и снимать. А ладно, Джингис сделал, ну? Değil ki değil. O şey yazmıyor yani başvuru yapmıyor. Şundan çekiyor o arabanın içinde oturarak. Biz Müslim'le içeri gidiyoruz. Муслим, Чингис посидит с вами в машине? Да не Да, вопрос, мы конечно. вдвоем пока напишем заявление. Тогда я не пишу, потому что у меня паспорта нет. Слушай, ну если у тебя паспорта нет, потом-то, ну без паспорта может человек выйти. Почему ты не пишешь? Да? С тебя началось это, ты мне звонил, что тебе... Все, хорошо, я просто думал, что без паспорта нельзя. Ты идти на паспортные данные помнишь свои? Вот это ЕТ, все остальное. Ну нет. да, ну почему? Я учил никогда. Ну надо было выучить, Муслим. Это, например, ЕС 56-842, выданный из там Симферопольском РВГУ, МВС Украины в Крыму 4 лютого 98-го, знаешь все на память. Как ты работаешь, вообще не Я знаю могу таких данных. позвонить в общагу там, ребята. Ну позвони в общагу и узнай свои паспортные данные. Пусть тебе смс-кой спросят. Хорошо? Да. Интересно, подзарядиться можно? Слушай, ты сейчас думаешь не о том. Подзарядиться кому что? Что ты будешь заряжать? Этот iPad. Айпад сейчас подзарядиться где? В милиции? Да. Могут сказать, молодой человек, дома будете подзаряжать. Тогда я iPad здесь оставляю, потому что Ты у нас один оставляешь? Wi-Fi на двоих. Хорошо, ты оставляешь роутер ему, а можешь подключиться к моему роутеру.
продолжаем двигаться на футболистов 20. Наверное. Ya, evet. Zor. Ben kendi modemi benimle alıyorum. Sen bırak modemi burada. Neden? Müslüm sen de gelin mi? Muslim benimle geliyor, sende modem kalıyor değil mi? Evet, Müslüm çekim yapma bak. Yok, Muslim çekim yapmıyor. Onun şeyine çekebilirsin mesela. Hala. Ага. А куда вход здесь? Вот вход. Да. Здравствуйте. Мы те журналисты, которые делали вызов в милицию за препятствование журналистской деятельности. И так не дождались милицию, когда дождались, уже решили, извините, подъехать к вам и написать заявление здесь. Алло? Евгений, сейчас я не могу разговаривать, можете стрим брать с моего фейсбука. Сейчас моим журналистам угрожали выламывать камеру, а меня выталкивали и выламывали. Мы будем писать заявление прямо в коридоре, никуда, и стрим мы не будем выключать. Алло. Рустам, срочно скинь мои паспортные данные. СМС-кой. То есть ЕК, вот это все остальное. Мой паспорт лежит в тумбочке в нашей комнате, в моей тумбочке в сигаретах. Нет, не у меня заграна с собой нет. Обычного украинского паспорта. Паспорт кому же? Номер, серию, где выдано, Кому с придет какой паспорт? стороны там написано. Уже смотрели, правда, Румянцев уже видел его. Давай, быстрее. Сейчас. А можно выйти покурить или... Можете покурить. Хорошо. 2 минуты. Сейчас Нет, дежурный я вернется, просто а сразу вентиляция сигареты, просто это там готово. будет заниматься. Покурим? Да. Деньги за дачу, такая интересная книга была. Корпунчи Варни. Съемки Сразу запрещены? вам хочу сказать. Видно, сразу вам Съемки хочу- запрещены Значит, мы будем в писать, здании. значит, будем писать на улице. Здесь будете написать. Да, да. Не проблема. всё Мы фиксируем. вам дадим все. Стол, стул. Да, мы вам дадим стол, стул, здесь будете писать. Хорошо. А в здании милиции запрещено. Конечно, я согласен. Будем по закону. Да, милиция очень демократична, кстати. И стол тоже. Мне кажется, как бы там ни было, они все равно за нас. Да. Вот. На самом деле мы чувствуем, что милиция полностью на стороне закона, можно сказать. Если внутри милиции запрещено снимать, но мы не хотим этого делать без стрима, без вещания в интернет, то милиция согласилась вынести на крыльцо стулья и стол для того, чтобы мы заявление могли написать, не выключая наш стрим в интернете. То есть мы все будем фиксировать, все как происходило, все как происходит, вы это видели. Нас подключили к громадскому или нет? Я не знаю, куда нас подключили. Кстати, попросила прощения эта девушка, что Да. сегодня не произошло стрима. На самом деле, в такой момент не прощения, а деньгами. То есть это потеря времени, это наша энергия. 3 часа. 3 часа, да. Нияра, мы не прекращаем вещание, вижу твои комменты. На самом деле вы сами замечаете, что милиция за всем наблюдала.
Поэтому, скажем, там сильного страха, что что-то плохое произойдет, не было. Но переживания, я сам до сих пор переживаю, адреналин есть, так что, ну, когда не каждый день тебя толкает человек 15 и вырывает у тебя из рук планшет. В основном случае я не помню, чтобы на моей памяти это было в Киеве ни разу. Было такое, когда я начинал свою журналистскую карьеру в Верховной Раде Крыма, такое позволил себе господин Рябков. Я даже забыл, как его зовут. Тогда мне очень помогли старшие коллеги-журналисты. Я скажу, что была пресс-конференция, и все журналисты были солидарны вот, и были на моей стороне. И я помню очень хорошую статью Алексея Неживого в «Крымском времени». Я помню статью в Республике Крым Григория Иоффе. Я помню, как мою камеру вытаскивал, которую помощник господина Рябкова просто вырвали из рук и закрыли в кабинете. Это Валентин Караиван из Интерфакса. В общем, все журналисты тогда, они были старше меня, мне было всего 21 год. И для меня это был, конечно, шок. Я снимал один на территории Верховной Рады. Оператор в тот день заболел. И вот сейчас, спустя 15 лет, со мной и с моими журналистами происходит что-то похожее. Но, во всяком случае, есть опыт, как себя вести в такой ситуации. Главное — сохранять спокойствие, не оказывать сопротивления, то есть говорить людям, что они нарушают закон. Так, кто потерпевший, кто будет? Мы оба потерпевшие, оба будут писать заявление. Да. Все, докуривайте, проходите пешком. Дело в том, что там нельзя снимать, и господин Ревцов сказал, что тогда можно писать здесь, нам вынесут стол и стол. А как бы в админздании вообще в принципе снимать нельзя? Ну, значит, будем снимать там, где можно. То есть Что вы хотите снимать? мы полностью процесс того, что происходит, мы будем снимать. Поэтому, раз там снимать нельзя, можно снимать на крыльце, мы будем писать заявление здесь под запись. Вопросов нет. Хорошо. Сейчас когда выйдет сотрудник, вы будете писать заявление здесь, но вы знаете сотрудников, снимать нельзя. Это могут быть оперативные сотрудники. Оперативного сотрудника в лицо мы снимать не будем. Главное, чтобы лицо не было, не снималось. Мы будем снимать само заявление, как руки пишут заявление. Пожалуйста. Хорошо? Пожалуйста, здесь Спасибо. Все, вот мне пришли паспортные данные. Мама, если ты видишь, не волнуйся, ладно? Я уже вырос. МВГУ, да, МВС? Я не знаю, как у тебя. У меня Батарийским МВГУ. Да, у тебя міського ВРК Крым 23 міського відділу головного управління, да, МВГУ в тебе. У мене РВГУ або Сімферопольського району. Только я ни разу не писал помощник. Слушай, я тоже не... Заявление. Окей. Падающий, неожиданно, случайно упавший. Ты мне упал. Ты не такой.